Так, друзья, ну что, всем привет. В общем, я на связи. Все хорошо. Камера заработала. С крайней рыбалки, ребят, кто смотрел, была неосторожность уронить камеру. Камера перестала писать на рыбалке. В общем, вернулся домой, разобрал ее и на сушку. Сутки она у меня сушилась. Но в оконцове заработала. Смотрю, все включается, дисплей горит. Отлично. Я просто переживал, потому что камера вот в этот момент писала и думал, что она замкнула. Вот. Ну, обошлось. Ну, не было звука. В общем, разобрал еще раз. И вроде как и звук появился. Так что, ребят, все хорошо. Спасибо там за подмогу, за комментарии, за финансовую поддержку в Телеграме. Я показывал в тот момент, когда утопил. В общем, там ребята даже немножко денег подкинули. Спасибо, ребята. Ну, я так понимаю, что вот как в данный момент с одной камерой тоже такое себе. И заказал, ребят, я нашел. Точнее, не я нашел, на меня вышли люди, что есть камера у них почти новая, точно такая же. И, в общем, ребят, я покупаю ее, потому что надо быть на плаву. Вот если мало ли что с одной камерой, то вторая в запасе всегда должна быть. Вот. И, в общем, чтобы таких моментов не было. Ну, короче, все, ребят, хорошо. Середина июня, ребята, неделю уже как дожди. Никуда не выезжал, потому что возможности вообще нету. День дождь, дождь ночью, дождь вечером. Такое все, ребят. Короче, вода из берегов, вода мутная, грязная, кофе с молоком. Я даже не знаю, ребят, что и делать в плане выездов, куда сейчас сунуться. Все реки на подъеме, плывет грязь. Короче, такое себе, ребят. Ну, в общем, не знаю. Обстановку на реке я вам обязательно покажу. А сегодня, ребят, я решил прокатиться в лес, посмотреть обстановку, что вообще происходит в лесу, прогуляться, возможно, первые грибы. В данный момент заехал в бор. Ну, понятно, что первые грибы, ребят, это все-таки красноголовики, что-то такого плана. И это надо искать на полях, потому что хоть и неделю дождь, бор абсолютно сухой вообще. Соответственно, здесь делать нечего. Я чисто так, метров 200. И едем дальше. Решил заехать, так думал. А вдруг стоит какой-нибудь, все-таки тепло и дожди. Обычно в июне у нас частенько выходят первые грибы. Именно как раз под мой день рождения. 14 числа отметил день рождения. Ну как отметил, так, по-домашнему. В общем, середина июня, ребята. А вот что весна была дурацкая, что походу и лето. Короче, такие дела. Ну, в общем, так и понятно, что на бару делать нечего. Сразу едем на поля и что-нибудь там посмотрим. Такие дела, ребят. Так что все четко, все хорошо. Бывает, как говорится, ничего не поделать. Рыбалка — это контент такой активный. Помимо того, что можно и утопить камеру, и уронить там куда-нибудь на камни, как у меня было. Ну, короче, от этого никуда не деться. С этим надо аккуратно быть. Это не домашний контент. Так что такие дела, ребят. Ну, я чисто так, мысли вслух. Прошелся метров 200. Тишина. Одни комары. Комаров очень много. Ужас просто, что сейчас в тайге творится. Летом сейчас в лесу, конечно, такое себе.
Все, ребят, едем до мотоцикла и вперед на поля. Добрался, ребят, до техники. Сразу хотел ответить на вопросы. Многие стали опять задавать, что за чудо у тебя. Мотоцикл, ребят, мотовездеход от компании Тафалар. Ну почему вездеход? Потому что, ну, колеса, ребят, здесь решают. Если на обычном мотоцикле тонкие колеса, где-то вязнешь, здесь оковская, ребят. Оковский диск и покрышка от квадроцикла. Я так называю след глухаря. Видите, ребят, чем-то похожий. Очень мягкий, потому что амортизатор спереди, сзади, помимо пружины, он еще и газовый. Ну, эта моделька старая, у ребят сейчас есть и поинтереснее. Ну, мне, в принципе, по кайфу. Ничего лишнего. Доп канистра, хотя ее и не используют. Бак 7 литров. Очень нравится, ребят, коробка. Полуавтомат. Никакого сцепления нету, не подумайте. Это тормоза передние, это задние. Гидравлические. Здесь первая, вторая, третья, четвертая нейтраль. И первая, вторая, третья, четвертая. Также назад. Четвертая, третья, вторая, первая нейтраль. Очень удобно. Справится даже ребенок. Есть у меня к этому делу фаркоп с прицепом. Куда-то выезжать. Небольшая фара. Здесь, ребята, уже стоит масляный генератор. Радиатор. Какие-то поворотники сзади я убрал. Фарка небольшая. В общем, панелька. Ну, интересная тачка, ребят, именно вот для леса. По грибы, по тропинкам, по вот таким всяким ездить одно удовольствие. Мягенький, экономичный, класс. В принципе, я очень доволен. И для деревни это крутая техника. Вот. Но по дорогам общего пользования нельзя ездить. Задают вопросы. Вот. Ну, в деревне, в принципе, тут переехал. И что, уже в лесу. Ну, как минимум, нужно гермошлем одевать. А так, красота. Можно даже от стартера заводить. Короче, ну, современный такой мотовездеходик в одного. Есть, конечно, у них и 1,5, и двухместные. Ну, вот у меня он старенький уже такой, повидавший вида, но бегает. Все, комары жрут, едем. Друзья, секундочку, хотим взять вашего времени, внимания. Ну, 21 век на дворе. Сейчас многие пользуются всякими лайфхаками, вот этими всякими приколюхами, ну, которые улучшают нашу жизнь. И сегодня у нас тест, ребята, одной прикольной штуки. Мне кажется, подойдет не только как бы там хозяйкам. Я знаю, на канале статистика и молодежь есть, и женщины. Подойдет, в общем, и для молодежи, мне кажется, и для тех, ну, кто живет в городах больших, постоянно вот этот кипиш, движение, там, еда в машине. В общем, мне кажется, тема будет интересна. В общем, ребят, давайте сегодня будем рассматривать чудо-карандаш от компании Brand Free. Мы пользуемся уже данным товаром. У нас был кислородный очиститель. Нам очень сильно зашел он, потому что мы застирывали не только одежду, я перемыл всю свою походную посуду, тормоза. Очень люблю серебро, в общем, чистил серебро. В общем, и у ребят от компании вышел вот такой чудо-карандаш. Будем его сегодня рассматривать, тестировать. Сегодня у нас суббота, баня. А в бане у нас не только помывка, но и мы стираемся. Вот сегодня хотим затестировать. Лариса Юрьевна, дочь, тут у нас все, короче. В общем, ребят, давайте начнем. Вещь интересная. Вот он в упаковке выглядит вот таким образом. Заказали мы его на Озоне. Стоит копейки, ребят. Ну, вообще копейки. И вот приходит он, получается, в 2 карандашах. Даже не один, а в 2. Лиз, давай раскроем, посмотрим вообще, как он выглядит, из чего он состоит. Ну и вообще, для каких целей он понадобится нам. Вот так, ребят, он выглядит. Он получается как таблетки, да? Да. Да, вот открывается одна, натирается и, короче, застирывается и так далее. Ну, вещь, говорят, очень крутая. Сейчас даже я знаю, что пользуются рабочие в гостиницах, вообще там, которые застирывают там как раз вот такие жесткие пятна. В общем, давайте начнем. Нам понадобится, ребят, горячая вода. Мы вскипятили чайник 50-60 градусов. Данная вещь работает при горячей воде, не в холодной.
И, в принципе, наши стрёмные пятна, которые мы хотим застирать. Это у нас дочины штанишки летние. Это у нас как раз вот такое пятно, ребят. Краска фломастеры. Да, сами понимаете, вещь трудновыводимая. Нет, она вообще не отстирывается. Ну вот, тем более. Потом любителей белых кроссовок тоже приглашаем Вот эти. во внимание. Нет, вообще не отстирывается. А сейчас лето, ребят, сами понимаете, молодежь очень хипует. Да я сам люблю белые носки, белые кроссовки, но, к сожалению, это одноразово. Ну и еще там у нас есть куртка. Тоже мы ее хотим попробовать. Куртка дорогая. Вот именно что дорогая, фирменная, брендовая. Вот эти места тоже не отстирываются. Они не отстирываются. Куртка вот именно прикольная, Ну, дорогущая. это вот трава уже такая. В общем, давайте, ребят, попробуем вот именно жесткие пятна. Не на одном каком-то кроссовке, а вот именно вот разные загрязнения будем смотреть. Все, поехали. Ну. Потом здесь нажали, что работать. Вот там видите, как сильно, чтобы не разорвать. Дырку сделать, да. Еще надо на этом посмотреть, чтобы на Вот, да, там его тоже надо смачать написано. Его самого надо смачать. И чтобы быстрее химию делать. Сколько там металл? В общем, ребят, сейчас по порядку расскажем, как это вообще тема работает. Сейчас мы уже замочили штаны. Даем 15 минут, чтобы вот это средство начало работать. Ну и сейчас на примере двух кроссовках Юлиных белых. Да. Один Белых. оставим так, а второй почистим. Да, и посмотрим, что. В общем, друзья, смотрите, данный карандаш у нас, в принципе, можно натереть именно карандашом, постоянно обильно смачивать его, или натереть губку. В данный момент у нас кроссовок. Мы сейчас обильно натерем губку до состояния такой пенки и попробуем оттереть. В чем прикол данного карандаша, ребят? Он маленький. Его можно положить в сумочку женскую. Лариса Юрьевна, скорее всего, положит сейчас. В машину, в бардачок. Вообще без разницы, потому что вот реально тема крутая, как говорят. Но мы сейчас посмотрим все это дело. И отстирывают именно такие загрязнения, которые вот с трудом очищаются. В общем, погнали, ребят, кроссовок. Белый кроссовок. Лариса нанесла вот это средство до состояния пенки. И вот начали оттирать. Так, водой вообще она не оттиралась, да, Лариса? Нет, я их стирала. А, ты их стирала даже? Да, в машинке. В общем, ребят, в машинке, видите, даже не отстиралась. Вот это бока вот эти уже швы, которые пропитаны грязью. Как хорошо примется с губкой. Ну да. Ну и говорю, ребят, подходит для таких вещей, которые вот не постирать, допустим, это мебель какая-нибудь, машина, салон, где-то загрязнение, там ковролин, который ты его не снимешь, не отнесешь в химчистку и так далее. Вот так обильно, ребята, мы наносим и оставляем на 15 минут, как указывает производитель. Слушай, ну я уже вижу, что он уже белый стал. Круто. Вопросов нету. Подошву тоже помой, что, мне кажется. Пускай целиком. Кстати, ребят, по поводу средства, вот в данный момент Лариса голыми руками. Средство абсолютно не вредное для кожи. И, кстати, он не имеет запаха, не пахнет ничем. Да, в общем, такой, ребят, продукт. Не какая-то там химия, он не пахнет, он не вреден для кожи, для маникюра и так далее. Такие у нас манжеты, Нина Андреевна, которые не отстирываются. Все,
Все, друзья, застирали мы, получается, куртку, штаны и кроссовок. Кстати, скажу сразу, ребята, если у кого-то брендовые вещи, если вы боитесь, ну, мало ли испоганить, там, допустим, просто проверьте изначально там на внутренней стороне, ну, что будет с материалом. Потому что, я понимаю, есть куртки и за 5000, есть и за 50. В общем, такие дела. Но мы ждем, ребят, 15 минут и ожидаем чуда. А чудо у нас уже Лариса Юрьевна заблестели украшения. Ну, отстирали. Офигеть. Вот это да. Все, друзья, 15 минут прошло. В принципе, мы уже видим, что у нас есть эффект. Прям крутой. Сейчас мы это все застирываем и будем смотреть. Ну а так, в дальнейшем мы просто вам показали. В дальнейшем мы сейчас застираем все вот эти пятна на куртке и просто постираем в стиральной машинке. Ну, конечно, стиральная машинка. Мы просто хотели для себя посмотреть и вам показать. Вам, да, потому что манжеты были в ужасном состоянии, реально они не отстирывались. Смотрите, друзья, ну просто идеально, мне кажется. Да, что для было. первого раза это прям круто. Ты потом покажешь, что было и что стало, да? Ну там, да, там уже изначально показали. Вон, друзья, смотрите. Ну круто. Она высохнет и будет вот такого цвета. Отлично. Мне прям нравится. Так, кроссовок, ребята. Кроссовок. Ну, кроссовок уже, в принципе, тоже видно, что он стал белый. Все ниточки, смотри. Все ниточки отстирались. Сколько не терли, ребят, стирали в стиральной машинке, Лариса говорила. Вот для любителей белых красочей, для молодежи, да и не только. Ребят, шикарное решение. Просто перед прогулочкой протереть вот так, и у вас кроссовки как новые. Ну, смотри. Вон, есть сравнение, ребят. Ну, прям на глаза, да, дочь? Согласись? Угу. Прям все ниточки, которые, да. Вот эти. Ну, мне кажется, да, пойдет. Вот. Ну, это, понимаете, ребят, да, кто понимает, что они реально не отстирывались. Они не отстирывались. Да, слушай, вообще отлично. Круто. Вообще круто. Так, ну и третье у нас загрязнение. Тоже, да? Да, вообще классно. Сейчас мы второй тоже застираем. И вот это у нас фломастер, там, я не пойму, краска. Тоже, которая не отстирывалась вообще никакую. Это сейчас мальчику засунем и нормально постираем. Ну да, это сейчас, ребят, просто мы посмотрим. Нет, нет, да. Подожди, как-то надо. Все, друзья, смотрите, пятна как не было. Пятно не выводилось уже давно. Вот. Были хорошие штаны, пришлось дочке дать в гулянку. А так вот, реально пятна как и не стало. Отлично, да? Слушай, пойдет. Ты как хозяйка, что скажешь вообще? Так это хорошая вещь, это вообще супер. Она нужна. Находка, да? Конечно. Ну за такие деньги, ребята, это реально. Это, считай, любые манжеты на белых рубашках. Что же? Это очень хорошая вещь. Но это понятно, что эти вещи можно постирать. Я имею в виду, допустим, обшивка автомобиля, которую Да, которую ты не можешь. Да, засунули в машинку Да. там. Я имею в виду вот так бац-бац, кофе, там чай. На губку и оттер. Круто, ребят, вообще, нам понравилось. Да. Тестировали первый раз, вот Я точно от себе первого люблю. лица, ребята, от первого лица вот за такие деньги. Друзья, в общем, рекомендуем, кому интересно, ссылочку оставим в описании на Валберес. Сейчас очень хорошие цены, раньше стоил карандаш 200 рублей, сейчас, ребята, 99, в общем, хорошие цены. Тем более, если берете сразу два, будут еще вроде какие-то скидки. Найдете на любых маркетплеях, Яндекс, Лента, в общем, ребят, сами знаете, где что берете. Ну а так, вещь крутая. Все, ребят, погнали дальше. После дождя лужи, ребят, везде по лесу. Где можно, объедем. В общем, сейчас возвращаюсь, переезжаю на другую дорогу и на поля.
На полях сейчас небезопасно, медведи там гуляют. Надо аккуратненько быть. Особенно в ветреную погоду. Можно нарваться. А так, в принципе, нормально. Все, выезжаю. Ну вот, ребят, 10 минут я в другой локации. Блин, класс. Вот прям, что вот прям радует именно вот по грибам, ребята, эта техника прям круто. Ну, я на рыбалку на нем езжу, но в основном на лодке летом. А так вот для леса, вот для таких всяких путиков небольших. Пешком, ну пешком сколько бы я шел? Да до хрена бы я шел. А тут бац, я на месте. Местами на машине не проехать, допустим. Есть какая-то тропинка. И в чем прикол вот именно для тропинок. Так, ладно, друзья, я в таком палисаднике. Вот как поле и маленький осинник. Осины, березки. Вот что ни на есть. Как бы вот первые грибочки, красноголовички, они любят вот выходить в таких местах. Но, я говорю, весна дурная. 2 недели назад там у нас еще, грубо говоря, летом и не пахло. Тут так резко все зазеленело. Блин, ну я просто на разведку приехал. Почему бы нет? Хотя еще информации никто не скидывал, что кто-то находил что-то. Так, чисто прогуляюсь, думаю. Ого. Рябчики. Короче, посмотрим, ребят. Ну, навряд ли, мне кажется. Так, чисто прошвырнемся. Так, для себя понимания. Вот видите, ребят, кто-то что-то копал. Следы не могу понять. Ну, медведь-то обычно больше роет. Не знаю. Кто-то что-то искал. Корешки какие-то. Так, ну здесь, конечно, обильно посырше. Как правильно сказать-то? Старая полоса, даже водой наполнена, ни хрена себе. Ну и вот, в принципе, вот вдоль нее гуляешь, смотришь. Такой тут смешанный лес интересный. Ну, ребят, пока даже поганок не видел. Птицы поют. Лето. Лето. Да, когда они есть, тут все усеяно обычно вот этими подберезовиками, подосиновиками. Но здесь тишина, ребят. Ну, ладно. Рано еще. Вот тут тоже кто-то что-то копал. Видите, перерыто все, ребят. По весне медведь, видать, что-то ковырялся здесь. Да, всему свое время, что. Будут грибы в этом году, мне кажется, все равно. Все зависит от лета, от осени. Вон, тут все перерыто, ребят, смотрите. Это я даже не знаю, кто копал. Скорее всего, Мишка медведь. Причем свежий, ребят, свежий. Вообще недавно. Даже трава еще вон не этот. Вон, все перерыто. Следы что-то не могу найти. Кабанов у нас мало. Лось это не будет делать. Блин, следов не видать, не пойму. Скорее всего, Михалыч орудует. Не могу след найти. Все, он перерыл тут, блин. Оп! Оп-оп! Михалыч что-то ищет поесть.
Да, он свежий. Вообще, смотрите, ребят, видите? Даже этот не... Еще даже не завял, так скажем. Но следы не могу обнаружить. О, ребята, вот медведь. Зараза. Появился он здесь. Да. Это медведь, ребят. Вообще, ночью, что ли, сегодня даже не завяла трава еще. Я еще вначале вам сказал, говорю, опасненько. Ну вот, появился здесь. Вот лобозится, вот следы. Видите, ребят? Он что делает. Охренеть, бля. Перерыл тут все, бля. Не, ни хрена не медведь, ребят. Кабан, что ли. О. Кабаны, что ли, еще. Как будто копыта. Блин, нет отчетливого следа. Дождь херачил, замыло все. Ну да ладно. Ну, скорее всего, вот так крутит медведь корни. Он обычно даже дерну так пластами заворачивает, и бывают поляны по метров 10. Просто нет дерна. Как-то он, не знаю, крутится, заворачивается в этот дерн. Оп! Оп! Ну вообще недавно. Сегодня как будто. С утра или ночью. Что-то типа такого. О, следы. Вон тут все в следах. Борщевика тут охренеть. Сколько борщевика. Выхожу, ребята. Делать нечего. Лес пустой. Абсолютно совсем. Одни медведи. Сюда бы фотоловушечки поставить. Красота бы была. Можно было зверя поснимать. Вот именно уже где-то вот здесь на проходах. Тут на дерево, там на елку. Было бы прикольно. Ладно. Пусто, ребята. Рано еще. Неделя дождей. А земля-то еще не та для гриба. Но гриб такая штука. Он сегодня нифига. А завтра уже можно прийти и уже совсем все по-другому. Гриб как микроб растет 7 сантиметров, блин. Ладно, выхожу, ребята. Вышел к мотоциклу, а тут спалились, ребята. Это кабаны. Что-то непонятно. Ну, след бы все равно где-то припечатал. Там такая тушка 400 килограмм плюс-минус. Где-то все равно бы наступился, хоть и дождь. Вот он. Вот они даже здесь пробежали. Вот в этом палисаднике. Почему много разрыто? Потому что ни один кабан корни искали. Не знаю, проходом шли или здесь где-то они. Кабаны, в общем, ребята. Но медведи тоже любят такую тему. Так что все, понял теперь. А то непонятно, думаю, блин. Есть какие-то вот втыки, типа как копыта. Ну, медвежьих следов не видел. А тут все понятно. Кабанчики, значит, бегают. Хотя у нас их не так уж много. Но есть. Выезжаю, ребята, с полей. Ну, я думаю, другие локации смотреть, что, смысла не вижу. Нету грибов. Прокатился, в принципе. Ничего страшного. Бензина тут я не попалил. Это недалеко от деревни. Поедем на реку, ребят, посмотрим обстановочку. Надо лодку посмотреть после дождей. Воду вычерпать. Такие дела.
Выехал с лесу, ребят. У нас новые дороги от деревни до деревни и по деревне. Стелят новые дороги. Дороги были ужасные, конечно. Ну вот, сейчас, ребят, новый асфальт. Ну, приятно, что сказать-то. Как бы. Потому что яма на яме, кочка на кочке, как бы. Машины страдают. Сейчас у многих все-таки транспорт. Так. Новая дорога. Все, ребят. Умылся тут. Ручеек такой. Поехали на реку. Ну, я проезжал мост. Вообще жесть, конечно. Печаль да беда. Все, ребята, немножко прибрался в лодке, проверяю, дожди идут, потому что тут, видите, сливной болт, а есть отверстие, но он с той стороны не очень удобно, вода наполняется с такими дождями. А так, ребята, вот смотрите, вот тут пляж, который был песок уже открытый, вот до туда, он полностью в воде. В общем, пляжей не осталось, пляжей затопило. Даже вот здесь по мосточку он был поднятый, спокойно ходить можно было, сейчас его он затопило. Охренеть. Ну и плывет вот всякая вот листва, всякая хрень, вода мутная, как кофе с молоком. Ужас просто. Вот такая, ребята, вода грязная. Соответственно, я даже не знаю, ребят, сейчас что делать, какой фидер. Если только на донке ехать куда-нибудь. Обстановка, конечно, печальная. Середина июня. Должна быть рыбалка. Самая. А тут вот нет берегов. Берега затоплены полностью. Вот такие, ребят, дела. Сейчас надо что-то думать, какую-то экспедицию куда-то или на лесную речку подниматься, или что-то еще. Ну, какая сейчас может быть рыбалка? Никакая. Блин, самое время. Люди вышли, рыбаки все в отпуск. Как раз самый пик. На тебе подарок такой. Самое обидное, ребят, что сегодня солнышко, завтра хорошая погода. А потом неделя дождей. Еще одна. В общем, до конца июня, ребята, погоды просто не будет. Я даже не знаю, что делать. Ну, что-нибудь придумаем. Дела сделал. Сейчас, в принципе, можно куда-нибудь сорваться. Ну, это еще не все, ребят. Поехали до дому. Покажу кое-что новенькое. Все-таки, ребята, я решился. И мне кажется, это правильное решение, потому что ну, для себя, для своих походов это нужно. И, в общем, ребят, погнали. В общем, ребята, прошу прощения, конечно, за собачек. Ну, деревню, что, везде, в каждом дворе собачка живет. В этом сезоне я приобрел, ребята, 2 палатки новые. Поменял полностью все комплекты, то, что у меня было. И приобрел 2 палатки. Одна из них берег
МФП-4, камуфляж, большая, такая экспедиционная, с москитками, с дверями. В общем, крутая палатка, вопросов нету. Но, ребята, она большая, она большая. Если до этого у меня была небольшая такая походная палатка на двоих, плюс примерно так, ну, в одного вообще кайф. С выходом под печку. Она небольшая, много места не занимала. И вот в эти выезды, вот этой весной я понял, что, блин, мне ее не хватает. Так как у меня одна данная палатка Снегирь, это зимний вариант. Я уже говорил, какие моменты, как ее можно делать просто за сезон. А вот эта МФП-4 берег, блин, она для двоих-то большая. И, в общем, блин, мне как бы в основном, я-то в большей степени в одного езжу. Как раз вот не хватает что-то среднячок какой-нибудь. В общем, ребята, встречайте берег МФП-2. Я думаю, с палатками вопрос закрыт полностью. И буду ходить до того, пока что-то не выйдет из строя. Потому что, ну все, куда? Есть маленькая летняя вообще. Есть зимняя, есть большая для больших экспедиций, для много людей. И есть среднячок, который можно в одного, можно вдвоем. Короче, ребят, давайте распакуем, посмотрим. Так, ребята, поехали. Вот приходят они в таких коробках. МФП-4 у меня пришла точно в винетичной коробке. Свой у них вот скотч. Так, палатка МФП-2. В общем, также зонтовидного типа, ребята. Установление 210 на 210. Высота, ребята, 190. Вес в коробке 15,5 килограмм. Ну, ребят, что такое 15 килограмм? Это ни о чем. Когда раскладушка весит 7 килограмм, палатка весит 15. Ну, это просто кайф. Так, аккуратненько, ребят. Сейчас скроем. Единственный момент, что это цвет хаки. Я хотел камыша, конечно, но, к сожалению, в данный момент у них не было. И взял, ребята, я хаки. Ну, ничего страшного. Достаем. Опа. Коробочку в сторону. Вот, ребят, смотрите, как выглядит палатка в собранном виде, в чехле. Просто ни о чем, ребят, да? Согласитесь? Также сумка, чехол. Здесь она идет с молнией. Все вроде ништяк. Тракторная аммония. Хорошо, можно подвесить где-то, сушиться или что-то еще. Две эти собачки, что немаловажно. Вот такие широкие ручки, лямки, которые причем еще утягиваются. Можно под себя, можно установить ее как рюкзак и просто таскать. И две утяжечки, ребята, вот такого образа, такого момента. Тоже круто. Она, когда ее собираешь, она немножко надутая. И здесь вот это прям немаловажно. Смотрите, какая длинная. Можно утянуть ее прям, ну прям вот в такое положение. Ну вот 15 килограмм, ребята, вес. Ну, мне кажется, вообще кайф. Куда-то ее бросить, вообще она место не занимает. В лодке, блин, да круто. Так, пойдемте на травочку и там ее взорвем. Так, поехали. Раз. Два. Сразу их в сторону. Что мне нравится, ребят, у берега, смотрите, какая сумка. Вот. Палатка там просто потерялась. Вон, смотрите. Видите? Это прям большой кайф именно для зимних выходов. Когда сворачиваешь палатку, палатка заледеневшая, вся твердая, неудобная.
и вот сделают впритык. Ну, понятно, когда ты в тепле ее засунул спокойно. Зимой, ребят, так не получится. Где-то снег, где-то лед, там еще надо быстро упаковаться как-то. И вот суешь там. А тут вот, я просто заметил уже не только под палатку, под раскладушку, под печки. У них прям вот реально делают они большие сумки. Это прям круто. Вот, смотрите, ребят, сколько места. Вообще. Сюда можно что-нибудь еще по желанию положить. Так, сразу идет встроенный карман. Так, здесь у нас паспорт. Берег, Екатеринбург. Дальше. Ремкомплект. Латки. Верхний болт. Там что-то еще. Здесь у нас веревка, набор и набор именно вот этих колышков, как правильно сказать. Вон, видите, даже здесь вот места вон много. Можно даже вот это засунуть туда же. Единственный момент, ребята, палатка всесезонка, но у них не идут вертыши в комплекте. Еще какой-то карман, чехольчик. Это, скорее всего, здесь паспорт был. А, вот это. Вот именно вот это. Да. Документы. И вот это были тоже. Видите, ребят? Блин, ну они вот заморачиваются, конечно, молодцы. Они под каждую, я не знаю, там, под каждую бумажку, там, под каждую они делают чехольчики. Это, конечно, мелочь, но это так приятно. Вот так относительно того. Да, там запасные болты сверху на механизм. Молодцы, в общем. Вот это, конечно, прям приятно. Плюсую вообще. Так, ладно. Веревочка. Все, видите, тоже встроенный карман. Там не надо вот так отдельно ложить. Там положил, уже у тебя нигде там не выпадет, не потеряется. Закрыл его и все, и забыл. Так, ну и сама палатка. Достаем палаточку. Опа. Чехольчик тоже в сторону. Здесь у нас тоже идет утяжечка. Обязательно. Раз. И красота. Все. Взрываем. Три секунды, друзья, и готово. Я что-то, знаете, там поднапрягся, привык там, ну, ФП-4 надо все равно усилие взорвать, а тут чик. Сразу такое у меня бам, упало внимание на дверь. Здесь она так интересно сделана. В общем, можно, понятное дело, закрыть, допустим, здесь, сделать с одной стороны, или полностью открыть. Вот так. Скрутить ее в трубу, и вот здесь она в утяжечке спрячется. Допустим, да? Ну вот, допустим, скрутили мы. Так, остается у нас москитка. Также она закрывается вот так по кругу. Вот так раз. И, допустим, эту мы скрутили, а на ночь мы закрыли полностью. Молнии все четко бегают. Все хорошо. Здесь она, молния, спрятана. Вот. Это, видите, как тамбур, ребята, можно сделать. Здесь вот колышек. И получается у нас можно сделать как типа мини-тамбура. Так. Ладно. Или полностью убрать. Сейчас я попробую скрутить ее сразу, допустим, чтобы она нам
не мешалось. Просто не хочу много времени тратить. Раз. Это, конечно, ребят, я еще не видел. Я думал, просто стандартная дверь будет. Нет, здесь, видите, какое-то новое решение. Но она все-таки более такая под лето все же. Но выход под печку есть, так что можно и отапливаться и весной, и осенью. Также есть утяжки, если мы хотим убрать конкретно москитку, то мы тоже можем ее убрать и пользоваться, допустим, только одной дверью, вот этой летней. Замки с двух сторон. Все шикарно. Или полностью вообще убрать и сделать чисто небольшой тамбур. Вот так. Допустим, на лето. Оставить только москитку, а эту вторую дверь убрать. Вот тоже тут есть утяжечки. Все это утягивается. Все это подвешивается. Ну, круто. Прикольное решение. То бишь, ты можешь и так, и так. Ладно. Нам пока это не нужно. А это, то бишь, сделать как мини-тамбур, ребята. Что-то, какие-то вещи. Сапоги там поставить. Так. Проходим в саму палатку. Есть летние полы, ребята. Установлены. Полы тоже подняты на 15 сантиметров. Это немаловажно. Где-то вода. А тем более зимой это может подстынуть, если молния снизу. И не будет неудобно. Вот такие полы, ребят, по кругу застегиваются. С этой стороны у нас два органайзера. Большое окно. Раз. Два. То бишь мы можем полностью окно открыть москитку. Или, допустим, вот здесь еще есть молния. Есть там вот такая штука, ребята. Вот так вставляется. И, то бишь, палатка у нас продувается. С этой стороны крючочек. Классно. Со всех сторон. Ну, это понятно. Запуск, спуск. С этой стороны тоже окно. Два органайзера. И там по краям. Там органайзеры, там органайзеры. Сверху небольшая сеточка присутствует, ребята. Даже маленькая, но она есть. Тоже крючочки подвесить можно. Что-то сушить, повесить. Вход под печку, под трубу. И вот полностью по всему периметру у нас такая жаропрочная ткань. На липучках можно ее отстегнуть. Ну и тут получается там выход под печку. Вот такие, ребят, дела. Какой-то интересный. Ага. Там кольца, да, у нас идут? Угу. Там кольца, там кольца. Так, это застегивается. Ну, везде есть доступы, куда можно проникнуть, открыть. Здесь также кармашек. Точнее, не кармашек, а окно. Это под печку, под тягу, под кислород. А вот такая небольшенькая, ребят, ну, с выходом под печку. С всеми делами. Также утяжечки плюс карман. Утяжки уже сделали, и уже потом при смотке сюда ложим. Светоотражающий элемент, что немаловажно ночью. Здесь, ну, она здесь не ровненько у меня стоит. Чуть-чуть. И вот здесь тоже сверху выход по кругу. Вот так вот, ребят. А там выглядит все. Кайфы, кайфы. Да, цвет хаки, конечно, такой себе, ребят. Ну, не было у них камыша. Камыш, конечно, чуть подороже. Видите, со всех сторон
замочки. То бишь, что с той стороны, что с этой стороны доступ есть, можно открыть. Шикарно. Вот такой домик, ребята, у меня появился. Будем его брать в походы. Ну, решение с дверью, конечно, интересно. Я что-то даже не подумал, что так будет, потому что на рисунке, на фотографии такого не было. Будете заказывать, если мало ли, тоже учитывайте. Потому что, видите, у них всякие новинки сейчас. Вот так вот полы. Ну, что, раскладушка. Раскладушка. Тут вход, там печка стоит. Маленький столик, для двоих даже вообще кайф. У товарища есть окно, есть органайзеры. У меня есть окно, органайзеры. Под головой или под ногами тоже органайзеры. Подвесить одежду сюда. Одежду сюда. Вообще кайф. 2,10 у нас. Раскладушка 1,85 м. Все вполне заходит. Как раз вот так, вот так. Четко. Ну вот, ребята, что-то типа такого. Все. Я думаю, с палатками, ребят, вопрос закрытый. Все. В первую же поездку возьму, потестирую. Да, конечно, не камуфляж, ребята, но ничего. В принципе, пойдет. Класс. Все, сейчас быстро упаковываю, 3 секунды. И ставим на вооружение. Первый выезд какой-нибудь потестирую. А так вроде ткань неплохая, в принципе. Также водонепроницаемая. Посмотрим, в общем. Ну, уже, конечно, интересный вариант. Мне нравится. Все, сворачиваю. Фу, ребят, парит. Жарковато. Ну вот так, небольшой видеоотчет. Хотел обозначиться, что все нормально, ребят, все хорошо. Двигаемся дальше. Только вперед, ни шагу назад. По воде, по грибам, ребят, все ясно. Пока рыбалки никакой нету. Ну, я даже не знаю, что в данный момент у меня на реке можно придумать. Если только донки ставить. Вода, блин, вообще ужас. Впереди неделя опять дождей. В общем, такие дела. Немножко показал, немножко рассказал, ребят. Немножко показал новиночки. Все-таки топлю, ребята, я за палаточный кемпинг. Изба это избой, но возможно когда-нибудь, ребята, будет у меня определенная база, какой-нибудь домик старенький, где я буду принимать все-таки гостей и куда-то будем бить маршруты, куда-то выезжать, собираться, делать фесты, фестивали. В общем, у меня есть такое желание, и в общем все потихоньку к этому идет. Одна палатка хорошо, а две, ребята, лучше. Вот, ну, такие дела, ребят, в общем. Ну, как говорится, безвыходных ситуаций не бывает. Впереди вроде как нарисовывается хорошая экспедиция. Будем выезжать, будем уезжать и будем заезжать. Там будет, мне кажется, трэш. Но это, ребят, впереди. А так, всем здоровья. Спасибо, кто смотрел это видео, ребят. Спасибо за поддержку. Хотелось еще раз вам сказать спасибо за поздравления. В общем, давайте удачи, друзья. Быть добру. Ух.